Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю для вас отсыпочку на мужчину. На мужчину, о котором вы думаете, либо которого вы любите. Давайте посмотрим его истинные чувства. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, и песок вам покажет его истинные чувства к вам. Настройтесь, пожалуйста, представьте мужчину и задайте свой вопрос. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, истинные чувства. Прячет свои чувства. Прячет, не хочет показывать. Знаете, как будто бы вот так сутулится, да, грудь свою так руками спрятал, говорит, не покажу, не скажу. Скрывает. Он истинные чувства скрывает. И этому есть причина. Причина кроется в его прошлом, в прошлых отношениях, а у кого-то в отношениях, которые он видел между отцом и матерью. Да, вот что отец и мать транслировали. Это заставляет его сейчас, в сегодняшнем дне, прятать свои чувства. Ну, допустим, если мама либо отец в отношениях любил, то другой супруг пользовался этим. И у него прям такая отложилась, что если ты любишь, то ты будешь страдать. Да? Если твой партнер понимает, что ты его любишь, то тобой будут пользоваться. То же самое могло быть в его прошлом. То есть у него могли быть отношения, где он любил и где им реально пользовались. Да? То есть абьюзили, арбузили и вытворяли с ним разные дикие вещи. И он теперь закрывается, ему страшно признаваться в любви, ему страшно, что кто-то узнает, да, что вы узнаете, что он вас любит. Ему предпочтительнее какие-то нейтральные отношения иметь, нейтральные, легкие, поверхностные. Хотя душа его просит семейности, стабильности и взаимности. Как он видит вас? Он видит вас очень самостоятельной, независимой, горделивой. И еще он видит, что вы пользуетесь спросом, ну, конечно, некрасиво звучит, но, в общем, вы популярны у мужчин. То есть, возможно, вы об этом не знаете, возможно, вы это знаете, но вот мужчинам вы очень нравитесь. И мужчины очень часто о вас говорят, мужчины вас обсуждают, короче, там говорят, какая вы красивая, какая вы там сладенькая, интересная, такая сочная. И многим вы вскружили голову. Может быть, вы и вправду по жизни вот такая вот девочка-кокетка, да? Ну, вам нравится эта пикировка, вам нравится там, провести время весело. То есть некоторые девушки это любят, да? Некоторые так развлекаются. Некоторые так поднимают свою самооценку. Может быть, вы, в принципе, очень контактная женщина, да, и у вас много знакомых мужчин. Вы ничего в этом такого плохого не видите, но вот мужчины, вы им нравитесь, и они там в своих этих мужских кругах о вас говорят. И вот у того, кого вы загадали, складывается такое впечатление, что вы вот играете мужскими сердцами, мужскими судьбами. И в том числе, значит, и им играете, да? По какой-то такой неизвестной ему причине вы свой выбор на нем остановили. Но это не значит, что этот выбор окончательный. Здесь я смело могу сказать, что мужчина не до конца доверяет тому, что вы там в него влюбились, что вы его выбрали. То есть ему кажется, что это какая-то игра, и вот вы... Вернее, он для вас какой-то очередной персонаж, который вот сегодня на сцену вышел, а завтра как бы выйдет другой. Я не могу понять, может быть, у него какая-то психологическая травма, опять же, детская травма. Может быть, он сам по себе такой человек недоверчивый. Может быть, вы только лишь начали с ним общаться, да, встречаться. Может быть, в интернете вы с ним общаетесь, да, у него нет прямого доступа к вам, он не может увидеть, как вы живете, как вы общаетесь, с кем вы общаетесь. Например, он там видит вашу страничку, и у вас там куча мужчин знакомых, друзей, они постоянно лайкают ваши фотографии, там пишут вам под каждым постом, какая вы классная, какая вы там невероятная. И он такой, точно у нее много поклонников, и она как бы выбирает там лучшего, либо она от скуки со мной проводит время. Здесь как доверие, получается, нет, да, либо еще доверие не укрепилось, не сложилось, потому что вы мало знакомы, либо вы на расстоянии общаетесь. Плюс еще мне вот не нравится
женщины в вашем окружении. Они все какие-то токсичные, они все какие-то ядовитые и очень завистливые. То есть вплоть до того, что ваши подруги, ну, либо какая-то конкретная подруга может о вас распускать сплетни там, из зависти, из подлости, из ревности. Вот, мужчине могла там что-то сказать, либо намекнуть, так, знаете, многозначительно намекнуть, что он всего лишь там игрушка в ваших руках. Вот. Ну, чисто вам там навредить. Либо видя, что у вас такой более-менее приличный мужчина появился, она такая: о, сейчас я типа рассорю эту парочку сладкую. Нечего тут ходить, от счастья светиться. Вот, может быть, вы еще друг другу там не объяснялись в любви. Может быть, у вас еще все это впереди. Но мы смотрим здесь и сейчас. Мужчина недоверчив, мужчина не хочет показывать свои чувства, он не хочет об этом говорить. Ему страшно признаться в своих чувствах, потому что он думает, что вот вы им попользуетесь и его бросите. Может, у вас имидж такой, да, а может быть, это его какие-то комплексы, его какие-то вавки в голове, которые вылазят вот именно таким образом. Но как бы он ни прятал свои чувства, он с каждым днем все сильнее и сильнее в вас влюбляется. И от этого никуда не деться. Вот вижу, что у кого-то была ситуация, что мужчина на какое-то время пропадал. То есть он там брал этот тайм-аут, он типа куда-то уезжал, либо где-то там находился, не подходил к телефону, вам не писал. Он пытался бежать от любви, он пытался бежать от тех чувств, которые на него накатывают. И он пытался сам с собой бороться, потому что ему всегда вас мало. Вот хочется больше вас видеть, чаще с вами общаться, больше проводить с вами времени. Вот. И он такой: блин, я к ней привыкаю, я не могу, я от нее в зависимость попадаю. И он брал эти паузы, чтобы самому себе доказать, что нет, типа, я могу в любой момент от этих чувств типа отряхнуться, и все у меня будет хорошо. Но это так не работает. Чем дольше он вас не видел, тем сильнее он по вам скучал, тем быстрее он к вам бежал. Это я вижу. Кто-то сейчас в такой паузе находится и даже себе представить не может, как мужчина страдает, да, ваш загаданный мужчина. То есть он сам это все устроил, но он безумно от этого страдает. То есть он себя типа так проверяет, либо от вас отучает. Но отучить, как я уже сказала, он не может. Вот уже влюбился в вас, уже эта любовь в нем укоренилась и проросла. Ну, вот такой у вас персонаж. Я вот еще хочу взять карты, я просто хочу понять, что с ним не так. То есть, какими бы ни были ваши отношения, но вот они тормозятся именно по вине мужчины. И я реально хочу понять, что не так с этим мужчиной, чего он боится, либо что это, комплексы. Что с ним случилось, почему он так себя ведет, и что ему на самом деле мешает быть счастливым. Да? То есть с вашей стороны я проблем не вижу. Да? Вы прекрасная, шикарная женщина, вы себе цену знаете. И если вы выбрали этого мужчину, если вы стали с ним общаться, значит, вы понимаете, чего вы хотите и с кем вы это хотите. То есть, в принципе, ваш выбор, он очевиден. А вот его поведение вообще, мне кажется, каким-то абсурдным. Я хочу понять, что это, да, вот почему он так себя ведет, почему мужчина так себя ведет, башня. Ну, то, что я вам сказала, да, он закрылся, он свое сердце закрыл в этой башне, он никому не хочет его показывать. Такой: я никому не открою свои чувства. Ну, давайте посмотрим, почему он башня. Такой, знаете, башня-одиночка, вот. Так, влияние людей. Ну, цветы, это такое, знаете, что-то несерьезное, влияние, свободой дорожит, ну, понятно. Хитрость, а ну-ка, вот это уже интересно. Да, мне кажется, что он обман либо видел, либо сам обманут был. Да, закрыт по башне. Цветы, он как бы в любовь типа не верит, либо любви боится, либо считает, что это все несерьезно. Люди на него влияют, те, которые его окружают, он типа дорожит своей свободой, хотя с другой стороны в любви ведь тоже люди свободны на самом деле, как раз таки в любви люди обретают эту свободу, счастье обретают. Здесь какая-то хитрая женщина, из-за хитрой женщины, вернее, хитрая женщина поставила крест на нем, как отметину поставила, либо как болезненный какой-то урок, да, прошел он с этой женщиной, или лилии, какой-то обман в любви у него был. Разочарован, был обманут. И также, возможно, вот мама, может быть, там как-то с отцом поступила, там изменяла, предавала отца. И вот это все на нем отложилось. То есть женщина, хитрая женщина, коварная женщина
То есть испортила этого мужчину. Как-то так мне идет. Либо он сам пережил, ну вот вы все разные, да, у кого-то мужчина сам пережил обман в любви, то есть он в какую-то девушку влюбился, потому что это была первая любовь, но эта девушка типа попользовалась им, а потом типа бросила его, да, сделала ему больно, бросила. А у кого-то отыграется, что он видел, как его мама, да, ну, представьте, мама, любимая женщина, отца бросила, изменяла, там, предавала, обманывала. И он такой, ну, типа, любовь – это зло, любовь – это ранит. Я, типа, этого не хочу, я это видел, там ничего хорошего нет. Да, он сам с собой борется по поводу вас. И, кстати, все его вот такие поступки, которые вам не нравятся, либо кажутся просто вот абсурдными, это все из-за этого идет. Из-за травмы прошлого, либо комплексов, которые выработались в детстве у него, да, то, что он видел. Давайте посмотрим, он справится с этим. Змея, ну, мудрость идет, звезда. Ему время на это потребуется, чтобы справиться, чтобы убрать у себя, похоронить эти комплексы, хранить эти зажимы. Выход есть из этого положения, из этой ситуации. Время. Нужно, девочке, время. Я так понимаю, чем сильнее он будет в вас влюбляться, тем быстрее придет это исцеление. Мудрость придет, да? Он своими глазами должен увидеть, что вы не такая, что вы другая. Он должен понять вот эту истину, что не все женщины одинаковые, так же, как и мужчины, да? Все люди разные. У каждого свои барьеры, у каждого свои допуски, и у каждого свое понимание и любви, и отношений. Да? Кто-то живет ради себя, только себя любит, кто-то вообще никого любить не умеет, а кто-то прям любит так, что готов пойти на жертву ради того, кого он любит. Вот, ему это нужно понять, ему нужно это осознать. Давайте еще посмотрим, что вам делать с этим мужчиной. Что вам делать, какой совет вам тут высшие силы дадут по поводу этого мужчины. Как себя, может быть, вести, что делать. Не обманывать его никогда. Вообще даже в мелочах, девочки, старайтесь его не обманывать. Будьте честной, открытой с ним. Этот мужчина, он на самом деле очень хороший. И с этим мужчиной вы можете быть очень счастливой. Но надо как бы дождаться этого счастья, да? Потому что мужчина сам по себе такой, ну, непростой, да, человек. Он пережил много бед, да? Либо предательство, либо вот это вот в детстве что-то у него было. Он это все пережил. Любовь растопит его сердце, любовь все проблемы преодолеет. И вы узнаете в будущем, вы узнаете, что стало причиной его такого поведения, либо того, что он боялся вас любить. Он уже вас любит. Вот просто он еще эту любовь как в себе прячет. Еще один момент хочу посмотреть, и все. Ну вот если вы проявите такт и выдержку, если вы там не будете его обманывать, если вы там тень не будете бросать на свою репутацию, то с этим мужчиной у вас сложится просто шикарный, счастливый брак. То есть мужчина может изменить жизнь и судьбу, и вы будете очень счастливы с ним. Но опять же, здесь нужно поступать очень мудро. Даже, вы знаете, в каких-то мелочах не обманывайте. Лучше говорите правду, либо лучше молчите, да? Ну вот есть вещи, которые там нельзя сказать. Просто молчите о них, но не обманывайте его. Странно, я мешаю, одни и те же карты идут. Ну, может быть, и говорить больше не о чем. Да, у мужчины тут травмы прошлого все-таки выходят. Мужчина, о котором вы мало что знаете, но если бы вы знали эту правду, вы бы к нему сейчас так не относились. Вы бы его, не знаю, там обняли и заплакали, потому что вам бы было его жаль. Но он сильный человек, он все это пережил, просто, ну, как след остался, да? Но любовь и этот след уберет. То есть он еще нормальным станет, вполне себе нормальным, и хороший муж из него получится, верный, надежный, любящий, который, пережив, например, либо видя предательство, никогда не будет ни обманывать, ни предавать. Кстати, в плане
там обмана, он вас никогда не обманул, в принципе никого не обманывает, потому что он считает, что это ужасно, это худшее, что может случиться с человеком, это если его там обманут, да? Типа это самый страшный грех, это обман и предательство. То есть смотрите, тут как бы две крайности. С одной стороны, он боится любить, потому что он что-то пережил в прошлом, что его травмировало, а с другой стороны, пережив то прошлое, он теперь стал абсолютно честным человеком, да? Человеком, который никогда не предаст и не обманет, зная, как это больно, как это тяжело. Зачем вам дали этого человека? Наверное, для того, чтобы вы ему помогли. Помогли преодолеть это прошлое и помогли открыться любви, открыться счастью. Ну, потому что с другими женщинами у него не получалось. И с другими женщинами он до любви не доходил. Как-то вот понимал, что они там двуличные, что они там скандальные, что они обманщицы, изменщицы. И он такой, ну все, типа, я не хочу. С тобой я точно не хочу. Очень быстро разрывал отношения. И если вы в его прошлом поковыряете, скорее всего, там наведете про него справки, вы узнаете, что он с женщинами очень быстро расставался. Там, не успел познакомиться, не успел там на свидание сходить, и уже он с ней расстается. Потому что он чувствовал натуру этой женщины, либо ловил ее на вранье и сразу с ними расставался. Вот. А вы не такая, вы честная, вы справедливая, опять же, вы независимая, да, вы не ищете там мужчину, который бы вас содержал, обеспечивал, вы и сами о себе позаботиться можете, еще, кстати, этим очень гордитесь. Вот. Но он к вам привыкает, и он начинает вам потихонечку доверять. Когда он вам абсолютно доверится, девочки, тогда он признается вам в своей любви. То есть вот запомните, да, это день, когда он там всецело вам доверился, он в вас поверил. Непростые здесь отношения. Вам я могу пожелать только лишь выдержки, да, терпения вам, девочки. А мужчине я могу пожелать, чтобы он поскорее поборол эти свои комплексы либо травмы прошлого. Ну, потому что он хороший человек, да и вы хорошая женщина. Вы вместе очень красиво смотритесь. Очень красиво. Вы красивая пара. Люди, вот, которые видят вас вместе, прям умиляются. Даже если эти люди там не очень хорошо относятся, они все равно умиляются, потому что вы действительно очень красивая пара. А будущее у вас открыто. То есть все еще может произойти. Либо все еще может поменяться. Поэтому живите сегодняшним днем, да, будьте честны с друг другом и просто дайте этому мужчине время. Он сам вам расскажет о своих чувствах. То, что показывает песок, это то, что он вас любит, но он эти чувства прячет. Прям так, знаете, сутулился, скукожился, он такой прячет свое сердечко, никому его не показывает. На самом деле он вас любит. Как бы он там ни прятался, все равно видно, это видно. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.